Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. Мы продолжаем рассказывать вам о самых значимых событиях в столетней истории ТАССР. И вот что произошло 5 марта. В этот день, в 1932 году, на базе аэродинамического отделения Казанского университета было создано новое учебное заведение – Современный Казанский авиационный институт. В переломный период Великой Отечественной войны 5 марта 1943 года в газете «Правда» было опубликовано письмо татарского народа к фронтовикам-татарам. Его подписали 1,5 миллиона человек, среди них академик Арбузов, писатели Кавин Аджмит, Азигизад, композитор Нажиб Жиганов. Вот отрывок из письма. Мы от имени татарского народа выражаем вам благодарность за то, что вы, не жалея жизни, боретесь за каждый клочок родной земли. Это то, чем 5-й день марта запомнился в прошлом, а сейчас о настоящем. Укрепить сотрудничество. Все возможности благодаря вот таким стратегическим нашим отношениям наших стран есть. Какие вопросы обсудили на межправительственном российско-сербском заседании? Что предложили в Казани и что предложил Белград? Услышал Рамиль Шайдуллин. Промышленная отрасль требует кардинальных изменений. Мы будем иметь возможность облегчить долговую нагрузку, значит, больше инвестировать на модернизацию. Какие задачи были поставлены сегодня предприятиям республики на итоговой коллегии Минпромторга, знает Зарина Ахметова. Привлечь кадры в больнице, сделать доступнее и качественнее медицинские услуги. Если тебе нужно к терапевту записаться, то это тебя примут только на следующей неделе. О больных местах здравоохранения расскажет Вероника Гайнудинова. Капитал стал не только материнским, но и отцовским. Мужчина, который является единственным усыновителем первого ребенка. Подробная инструкция о получении государственной поддержки семьям у Натальи Мезиной. Казань сегодня в центре внимания России и Сербии. Столица Татарстана принимает межправительственный комитет обеих стран. Специально для проведения пленарного заседания в Казань прилетел глава МИД Сербии Ивица Дачич и вице-премьер России Юрий Борисов. Их встретил Рустам Минниханов. У России и Сербии давние теплые отношения. Уже 10 лет развивает их и Татарстан. Чего ждать далее? Узнал Рамиль Шайдуллин. В главном зале ратуши стороны с минуты на минуту начнут обсуждать торговое, экономическое и научно-техническое сотрудничество. На их столах каталоги предприятий, которыми богаты оба региона год от года. Они становятся все толще. Каталог Татарстана богат грузовиками, водными судами, беспилотниками и вертолетами. В активе Сербии комплектующие и техника. В свою очередь мы бы хотели увеличить поставку в нашу республику высокотехнологичного оборудования, которое вы располагаете. Все вопросы обсуждают за столом межправительственной комиссии. Ее возглавляет вице-премьер Юрий Борисов и глава МИДа Сербии Ивица Дачич. Отношения между нашими странами вышли на уровень подлинного стратегического партнерства. Считаем принципиально важным, что Белград, опираясь прежде всего на свои коренные национальные интересы, ориентируется на всестороннее сотрудничество с Россией на долгосрочную перспективу. Мы полностью разделяем такой подход. За около 99%. На этот уровень наши отношения вышли уже в 2013 году. По итогам прошлого года Россия была нашим третьим по объемам экспортным партнером. Дружбе стран не одно десятилетие. Ключевое направление сотрудничества сегодня – энергетика. Да и Татарстан не первый год поставляет в Сербию КАМАЗы, шины, в свою очередь закупая пресс-формы. У нас уже лет 10 как подписано соглашение с хозяйственной палатой. Значит, ситуация такая. Нужно транспортное сообщение. Они сами жалуются. Когда вот вошли в Евросоюз, рынок их производства все утухло. Если объяснять на пальцах, то отлететь от Казани до Белграда почти столько же, сколько до Стамбула. Но товарооборот не сравнить. Только в прошлом году он превысил $100 миллионов, увеличившись в 2 раза. Их достигли за счет торговли как продуктами нефтехимии. Татарстан поставляет в Сербию каучук, пластмассы и резиновые изделия, так и техникой, КАМАЗами и вертолетами. 3 Ми-17В5 Сербия получила еще в прошлом году. Я считаю, что все возможности благодаря вот таким стратегическим нашим отношениям наших стран есть. И мы еще посмотрим, может, какой-то регион Сербии будет нашим
опорным регионом. Мы этот вопрос тоже рассмотрим. По итогу подписан меморандум между правительством Сербии и ГЛОНАСС о сотрудничестве в области геолокационных сервисов. Рамиль Шайдуллин, Адамин Дубаев, ТНВ, Казань. Более детально вопросы сотрудничества Татарстана и Сербии обсудили в Казанском Кремле. Наша республика уделяет большое внимание расширению деловых связей с сербскими компаниями, подчеркнул Рустам Минниханов. В планах обмен студентами и прямое авиасообщение. Напомнил президент Татарстана и о том, что в этом году Россия отмечает 75-ю годовщину Великой Победы. Сохранение памяти о солдатах, павших на полях сражений, предотвращение искажения истории – еще одна большая задача как Татарстана, так и Сербии. В свою очередь Ивица Дачич поблагодарил руководство республики за высокий уровень организации визита сербской делегации. Автомобильное строение и производство компонентов, IT-направление и другие высокие технологии, медицина, агропромышленный комплекс, фармацевтика, все эти направления, они имеют перспективу. Я впервые в Казани и в Татарстане и приятно удивлен тем потенциалом, который есть у Татарстана. Считаю, что есть очень хорошие возможности для укрепления наших взаимных связей. В рамках рабочего визита в Татарстан вице-премьер страны Юрий Борисов посетил Казанский авиазавод имени Горбунова. Он осмотрел производственные цеха и ознакомился с образцами продукции. Далее он отправился на ТЭЦ-2. Ему рассказали о текущем положении дела и о техническом переоснащении предприятия. Также обсудили вопрос модернизации крупнейшей станции России и нашего региона Заинской ГРЭС. 750 миллиардов рублей долга оборонных предприятий страны реструктуризируют. Об этом сегодня заявил заместитель председателя правительства России Юрий Борисов на итоговой коллегии Минпромторга Татарстана. Долговое бремя и закредитованность – один из основных факторов, сдерживающих развитие промышленного сектора. Требуются значительные перемены. Какие, узнала Зарина Ахметова. С чем завершили год, сколько выработали и что внедрили? Об этом представители татарстанских предприятий рассказали Рустаму Минниханову и заместителю председателя правительства Юрию Борисову на выставке. В прошлом году десятки предприятий республики приняли участие в национальных проектах. Это и цифровизация, и экспорт, и поддержка занятости. Так некоторым удалось значительно повысить и производительность труда. Увеличили выработку на 60%. Если раньше мы делали 65 изделий плит для домов в смену, то сейчас в сутки мы делаем 104. Задача на 20-й – привлечь к участию в национальных проектах еще 26 предприятий. Средства заложены большие, а значит и резервы для роста серьезные. А пока на конец прошлого года объем промышленного производства составил около 3 триллионов рублей. Рост незначительный, всего 1%. Есть проблемы. Одна из них – централизация руководства на предприятиях. Как с этим бороться? В пример приводят китайских производителей. Основной фактор роста компании – это ее децентрализация. И вот результат за 5 лет. ХР в рублях выручку удвоил с 1,2 триллиона рублей до 2,5. Падение экспорта – другая проблема отрасли. Увеличить рынки сбыта предлагают за счет квот и цифровизации. Единые цифровые программы и проекты смогут позволить расширить вам рынки сбыта достаточно быстро, потому что быстрее всего продается цифровой продукт. Потенциал для роста промышленности у республики есть, отмечают представители федеральной власти. Еще один фактор, который сдерживает развитие – долговое бремя и закредитованность предприятий. Решение реструктуризации его еще в прошлом году приняли в правительстве. 750 миллиардов рублей будет реструктурировано для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Из них половина практически будет списана, а остальные будут проведены реструктуризации на 15 лет. Снижение долговой нагрузки позволит предприятиям направить больше средств на развитие производств, отметил Рустам Минниханов. Решение найдено, и уже мы будем иметь возможность облегчить долговую нагрузку, значит, больше инвестировать на модернизацию, на расширение. Это очень хороший сигнал. К 2030 году важно достичь объема ВРП не менее 5 триллионов рублей, напомнил Рустам Минниханов. Он отметил важные моменты, которые необходимо пересмотреть. Помогут как федеральные, так и региональные программы. Зарина Ахметова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.
Привлечь кадры в больнице, сделать доступнее и качественнее медицинские услуги. О приоритетных задачах в здравоохранении говорили сегодня в Казани. Подвести итоги 2019 года собрались главные врачи казанских больниц и поликлиник. Повысить рождаемость, снизить хронические заболевания, построить новые клиники. Все по национальному проекту «Демография». Как будут лечить больные места, расскажет Вероника Гайнутдинова. Если кардиограмму с описанием, надо идти сюда. Вот в эту поликлинику. В одну поликлинику. А чтобы попасть к терапевту, в ту, к себе. Практически на всю неделю уже заняты места. Тоже с этим живой очередь, то есть не разрешают по живой очереди, например, приходить без записи врачи. По записи очень долго ждать. Если тебе нужно к терапевту записаться, то это тебя примут только на следующей неделе. Нехватка, наверное, персонала – это главная проблема. Вопросы здравоохранения, волнующие казанцев, обсуждают сегодня медики. Доступность и качество оказываемых услуг – приоритетные задачи, которые стоят перед медициной. Они обозначены и в национальном проекте «Демография». В рамках реализации программы модернизации первичной сети в 2017-2018 годах был проведен капитальный ремонт с переоснащением на 68 объектах первичного звена здравоохранения. После проведенной модернизации ресурсной базы первичного звена настало время совершенствования внутренних процессов. Но тут проблема – нехватка кадров. Хотя в Казани укомплектованность растет, пока она все равно 83%. В Челнах проблема острее. Здесь цифра всего 58%. В Альметьевске хоть сегодня готовы принять на работу 80 врачей. Не хватает гематологов, офтальмологов. Сейчас они появились в данный момент, но не было. Мы приходилось ездить в Казань с ребенком. Одна из задач здравоохранения республики – уделить внимание детской медицине. Так только в Казани в ближайшие годы появится 5 больниц для маленьких пациентов. Одна из них будет находиться здесь, на улице Мусина. И планируется, что вместо этих деревьев построят детский медицинский комплекс. По словам специалистов, за 10 лет на 40% возросло количество заболеваний среди школьников и все больше хронических. Среди взрослого населения такие заболевания все чаще выявляют во время диспансеризации. За прошлый год медобследования прошли больше 180 тысяч человек. Процент возрастного населения, то есть старше 60 лет, он с каждым годом растет. Если в советские годы это было 13%, то сейчас почти 25%. Поэтому мы планируем развивать также и направление гериатрической помощи. Одна из приоритетных задач – увеличение рождаемости. Несмотря на то, что в последние годы рождаемость падает, все же не так ощутимо, как раньше. Сейчас в Казани она выше, чем в среднем городах-миллионниках. Вероника Гайнутдинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов прокомментировал случай в Азнакаевской школе, где учитель труда появился на уроке в нетрезвом виде. На кадрах видно, как нетрезвый мужчина сидит на парте, после чего совершает кульбит назад через себя. После инцидента учитель был уволен. Однако родители и ученики школы встали на защиту трудовика и просили восстановить педагога на работе. Сегодня в соцсетях Минобразования республики появилось видео с комментарием министра. Он считает, произошедшее не должно быть поводом для травли провинившегося педагога. Давайте вспомним, сколько ошибок простили нам наши учителя. И кем бы мы стали, если бы не были прощены в том или ином случае. Материнский капитал теперь смогут получить и отцы. С 1 марта вступил в силу закон, расширяющий условия его получения. Обо всех нововведениях Наталья Мезина. Знакомьтесь, это Маша. Она родилась в январе этого года, и на ее воспитание родители получат материнский капитал в размере почти 467 тысяч рублей. А это Петя. Сумма его господдержки составит почти 617 тысяч рублей. Все потому, что он стал уже вторым ребенком в семье. Итак, теперь при рождении или усыновлении первенца семья получает 466 тысяч рублей. За второго и любого следующего еще 150 тысяч рублей. Итого 616 тысяч. На такую же сумму имеют право и отцы-одиночки. В законе право мужчин также было на получение сертификата, но только лишь мужчины, которые являлись единственными усыновителями второго либо последующих детей. Тут им предоставлено право в связи с усыновлением и первого. Деньги можно использовать на покупку жилья, ипотеку, ремонт квартиры, оплату детских учреждений, на пенсию мамы, а также на строительство дома.
Порядок ежемесячных выплат изменился. Согласно новым поправкам, право на пособие получают семьи, чей доход не превышает двухкратную величину прожиточного минимума, то есть не больше 20 тысяч. Получить их можно на второго ребенка, который родился после 1 января 2018 года. Размер ежемесячной выплаты в Республике Татарстан в 2020 году составляет 9373 рубля. С 2021 года получить мат-капитал можно будет в максимально короткие сроки, за 5 дней. Программа реализуется по национальному проекту «Демография». Наталья Мезина, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Плата за безразличие. 18 миллионов рублей взыскали в феврале с татарстанских должников судебные приставы. Визиты к неплательщикам прошли в рамках акции «Вспомни о ребенке, заплати алименты». Приставы обошли больше 1000 адресов. Большинство должников лишили водительских прав и ограничили в выезде за границу. 60 человек привлекли к административной ответственности. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Татары из Иркутска, Астрахани, Мурманска и Свердловска. Мы очень мало разговариваем, и мы мало знаем соседей наших. Что всех их объединяет с экспозицией. Салават Мухаммадуллин. Стрельба, силовая гимнастика и легкая атлетика. Хожу, сдаю ГТО, так скажем, чтобы держать себя в форме. Кто показал лучшую форму, увидела Юлия Муратова. Очередное заседание Госсовета Татарстана пройдет 12 марта. Такое решение принято на президиуме. В повестке 12 вопросов. Это 5 республиканских законопроектов и 1 федеральный закон. Фарид Мухаммедшин отметил сегодня, что в Татарстане завершаются коллегии министерств и исходы граждан. По итогам встреч с населением собран большой перечень вопросов. Он в ближайшее время будет передан в правительство. Кроме того, Фарид Мухаммедшин остановился на вопросах, поднятых на заседании Совета по предпринимательству. Один из них – маркировка товаров для самозанятых. Решить проблему можно, изменив перечень товаров с обязательной маркировкой. Есть поручение в адрес Государственного совета Республики Татарстан, 422 федеральный закон, посмотреть, поскольку такое обременение, которое за счет маркировки той продукции, которую они делают, носки вяжут, тюбетейки шьют и так далее, маркировать все это дело, значит, затратно. Компания «Акбарс Девелопмент» объявила ребрендинг. Предоставляя новое жилье своим клиентам, компания сама обрела новый дом и новый бренд «Акбарс Дом». Новый бренд «Акбарс Дом» представляет компанию АБД на рынке продаж жилой и коммерческой недвижимости. Одно из приоритетных направлений компании – развитие продукта и клиентского сервиса. В первую очередь, новый бренд – это желание быть ближе к клиенту. Для нас очень важно, что о нас думают наши клиенты. И, естественно, те территории, которые мы осваиваем, которые мы развиваем, мы это делаем в интересах наших клиентов, для того, чтобы людям было комфортно жить. Именно для удобства своих клиентов компания «Акбарс Дом» открыла новый офис продаж, где в уютной обстановке с помощью квалифицированных специалистов можно подобрать квартиру своей мечты непосредственно от застройщика. Теперь мы говорим об АБД, это «Акбарс Дом». Мы приглашаем вас всех в наш новый офис продаж по адресу Камалеева, 28/9. Наш офис стал более уютным. Мы приглашаем всех попить с нами кофе, познакомиться и выбрать самые лучшие квартиры в городе Казань. Для тех же, кто живет в других городах Татарстана, но хочет стать обладателем квартиры в Казани, можно сделать это дистанционно, зайдя на сайт компании. «Акбарс Дом» ждет в гости, потому что дом там, где мы. Отлично знаешь свою работу, подтверди. О внедрении в Республике национальной системы квалификации сегодня говорили в Казани. Напомним, в России утверждено больше 1300 профессиональных стандартов. Желающие могут сдать экзамен по своей квалификации. В Татарстане работает 17 центров оценки. По итогам испытания выдается удостоверение. Сейчас в национальной системе задействованы компании «Таиф», «Татнефть», «КамАЗ», «Татнефтехиминвест Холдинг» и другие. Это фактически вход в профессию при помощи независимой оценки квалификаций, либо подтверждение уже своего наработанного опыта, да, и выстраивание, возможно, каких-то карьерных траекторий. Почему важно перейти на национальную систему квалификации? Интервью с участниками форума читайте в интернет-газете «Реальное время». Культурному коду в Татарстане быть. Определены регионы, где пройдут международные фестивали уличного искусства. Татарстан, Челябинская и Нижегородская области, Ставропольский край набрали наибольшее количество голосов. Теперь на фестивалях художники распишут фасады зданий, создадут музей под открытым небом и креативные пространства, где можно будет познакомиться с современным искусством.
Астраханские борцы, иркутские деревни, мурманское тепло и свердловские девушки. Все это на фотографиях Сергея Потеряева. Сегодня в Казани открылась его интересная выставка «Тартария. Новая топография». Главный элемент экспозиции – герои фотографий татары со всей страны. Как поймать в объектив национальную идентичность? С экспозиции Салават Мухаммадуллин. Во-первых, все началось с глянцевого журнала, где я увидел серию фотографий Сергея, снятого, когда девушки красивые были сняты через тюль. Так началась работа над выставкой. Свердловские девушки с колфаком, Добу, Дургал-Абыя и Махинур-Апы в Иркутской тайге, борцы из Астрахани, и все они татары с общей культурой, похожим бытом и даже взглядом. Попытались найти какое-то общество, во-первых, среди этих людей. И потом, когда уже собирали эти маленькие пазлы, поняли, что это же практически вся наша карта совпадает с старой картой Тартарии. Тартарией с 13 по 19 век называли область от Каспия до Тихого океана. Слово происходит от этнонима татара, под которым в древности понимали все тюркские и монгольские народы. Общий язык, поведение, культурный код, что сегодня объединяет татар со всей страны. Как говорит автор экспозиции Сергей Потеряев, эта выставка именно о людях. В течение года он гостил у татар в Мурманской, Свердловской, Астраханской и Иркутской областях. Кстати, во время работы в тайге он стал свидетелем татарского спора. В тайге глухой, и там два мужчины спорили, просто может ли один уже пойти на медведя просто с ножом. Для городского человека это очень странный вообще спор. Второй ему сказал, что если ты лук возьмешь, у тебя есть шанс, но с ножом нет. Сейчас все эти истории может узнать и увидеть любой желающий. Мы сами татарочки, и все то, что мы сейчас можем посмотреть, это очень близко нам. Заходишь сразу же, на самом деле такая домашняя обстановка, особенно когда смотришь на бабушек и дедушек. Навеялось что-то из детства, да? Сразу думаю о покойной маме, очень такое, потрясло немножко, так потряхивает до сих пор. На фотографиях и видео люди самых разных профессий, годов и статуса, но все они называют себя татарами. Тартария. Новая топография открыта до 19 апреля в Казанской галерее современного искусства. Салават Мухаммадуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Казань. От самых маленьких до пенсионеров, от любителей спорта до профессионалов. В финал зимнего фестиваля ГТО сегодня вышли самые ловкие и сильные татарстанцы. Более 100 человек со всей республики соревновались за командное первенство в легкой атлетике, силовой гимнастике и стрельбе. Кто оказался в лучшей форме, увидела Юлия Муратова. Звуковые и цветовые сигналы, мгновенный автоматический результат на экране. На площадке стрельба по электронным мишеням. Александр Биянзин непрофессиональный стрелок, но сегодня состязается в меткости с участниками со всей республики. Было очень интересно. Ожидал, конечно, от себя большего результата. Хотелось бы видеть больше, но будем стараться и в следующий раз, надеюсь, получится намного лучше. Участники зимнего фестиваля доказывают, спорт-дорога открыта всем. Среди любителей немало пенсионеров. Раиса Давлетшина из Тюлячинского района, 65 лет. В обычном упражнении на пресс его выносливости могут позавидовать и молодые. Я в деревне живу, постоянно бегаю. На велосипеде постоянно. А зимой на лыжах. Постоянно я спортом занимаюсь. Счет перевалил за сотню у Дамира Шакирзянова. Его результат в поднятии гирь бьет все нормативы. Отдельно гиревым спортом не занимаемся. Лыжник сам. Сегодня в Казани более 100 лучших любителей спорта, прошедших отборочный тур среди 24 тысяч участников со всего Татарстана. Легкая атлетика, подтягивание, отжимания. Для желающих проверить свой тонус, упражнения любого уровня сложности. А это подтягивание на низкой перекладине служит альтернативой отжиманию для девушек. Норма для золотого знака 18 раз. Попробуем. Раз, два, 18. Было тяжеловато, упражнение требует тренировок. Критерии оценки не меняются, есть 100-бальная система, также и нормативы, то те же самые зимний фестиваль и летний фестиваль. Свои результаты в цифровом варианте можно узнать сразу как в личном, так и в командном зачете. Победителями среди городов в этот раз стали Казань и Альметьевск, а среди районов первенство взяли Тетюши. Юлия Муратова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Пока это все, далее о погоде. Всего вам доброго.
Здравствуйте. Ночные температуры по республике станут значительно ниже, а днем слабый минус. О погоде на 6 марта чуть позже. Спонсор показа, изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер поздравляет с днем 8 марта и дарит скидку 20% на заказ шкафа-купе. Все подробности по адресу Восстание 23 или на сайте danil-master.rf. Самые грозные заболевания позвоночника и суставов доктор Ост лечит так, как не умеют нигде. Забыть о боли помогают умные машины, способные заменить протезы и скальпель хирурга. Роботы могут справиться со сколиозами, грыжами, артрозами и невралгиями. Болевой синдром обычно уходит уже в течение первой процедуры. Чтобы боль не вернулась, тренируются мышцы, суставы и связки. Передовая технология доступна исключительно в доктор Ост. Федеральная сеть медицинских центров доктор Ост. Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. По данным сервиса Яндекс.Погода, 6 марта на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево осадки не ожидаются, днем около 2 мороза. На северо-востоке в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге ночью столбики термометров покажут -11, а днем +3. Ясно и без осадков. На севере Татарстана ночью будет холодно до -14. Плюсовые значения днем 2 градуса. На северо-западе 6 марта будет переменная облачность до 2 градусов выше нуля. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Дрожжаном будет теплее, чем в других районах республики. Днем +3, без осадков. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше облачная погода с прояснениями. Синоптики осадков не обещают. Дневная температура 2 градуса с плюсом. В честь праздника 8 марта во всех ювелирных магазинах «Изумруд» скидка на ювелирные украшения из золота и серебра до 60%. Скидка действует только по 10 марта. Успейте порадовать себя и своих близких. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. В Казани без осадков, дневная температура +3. Ветер северный порывистый. Атмосферное давление по-прежнему выше нормы, влажность воздуха высокая. В магнитном поле Земли спокойно. Мебель в итальянском стиле барокко неизменно пользуется спросом и популярностью среди ценителей модного роскошного интерьера. Это мебель для избранных, которая сделает ваш дом неповторимым. Вас ждут в салоне барокко по адресу Ямашева, 93, ТК Савинова, 4 этаж. Мебель в итальянском стиле барокко украсит ваш дом, сделает его уютным и изысканным. Проспект Ямашева, 93, торговый центр Савинова, 4 этаж.